Изменения, которые произошли в 5-й Назрановской школе, видны еще с порога. Зайдя во двор, в глаза бросается, насколько изменился фасад здания. Чтобы сделать стены такими, строителям понадобилось несколько месяцев. Сначала бригада мастеров сняла старую отделку, а затем нанесла новую штукатурку. А завершающий слой короеда бежевого цвета вдохнул в здание новую жизнь. И это далеко не все. Здесь уже завершены все фасадные работы. Декоративная штукатурка короед. Внутри помещения у нас закончены подвесной потолок, стяжка пола, электромонтажные работы, пожарно-охранная сигнализация, отопление, водопровод и канализация. В процентном соотношении, если считать, где-то 70-75% работы уже завершены здесь. После летних каникул школьники могут не узнать свою альма-матер. Над этим стараются около полусотни строителей. Капитальный ремонт включает замену кровли, потолков, межэтажных перекрытий, системы отопления, вентиляции, пожаротушения и слаботочных сетей. Около 10 человек заняты отделочными работами. Больший объем из необходимого уже завершен. Я сейчас откосы делаю гипсокартоном и потом выравниваем железными уголками. А в общем ваша бригада какие работы здесь провела? Отделочные полностью внутри, старую краску отбили и заново заштукатурили, зашпаклевали и один этаж уже покрасили. Сложности были, конечно, были вот штукатурки, все старые, они сыпались, поэтому пришлось их полностью очищать, загрунтовать и заново делать. Что сейчас осталось сделать? Осталось 2 этажа покрасить, в принципе, и откосы остались, и в общем все. Эта школа построена относительно недавно. В прошлом году она отметила 20-летний юбилей. За это время крыша начала протекать и нуждалась в ремонте. Были проблемы с водоснабжением, канализацией и электропроводкой. Мы посещаем этот объект ежедневно. Контроль ведется с нашей стороны строителя. Мы ведем строительный контроль. Естественно, как и на любой стройке, здесь бывают замечания, они сразу же устраняются подрядной организацией. Какие-то серьезные замечания были? Нет, абсолютно никаких не было. Капремонт в школе начали в середине апреля. Сейчас параллельно на различных участках ведутся строительные работы. Где-то заканчивают укладку кафеля, где-то и ламинат уже уложен. С 3-го этажа, завершая все работы, мастера спускаются на нижние ярусы. В этом кабинете осталось подвести несколько штрихов. В данном помещении здесь была проведена работа, укладка ламината, стяжки, выравнивание стен, шпаклевка, штукатурка, водоэмульсионная окраска, замена дверных проемов, полностью замена отопления, водосточной системы, электромонтажного освещения, пожарной охраны сигнализации и подвесного потолка. Вот здесь конкретно что еще осталось сделать? Здесь осталось установить секции на отоплении, отопительные, установка светильников, практически все, и установка дверных проемов. В этом году в республике ведется реновация 13 школ. Работы проводятся в рамках программы развития образования. Обновленные здания, новая мебель и интерьер школы. Детям должно понравиться. Муслим Ганиев, Ахмед Горбаков. Новости 24.